Сегодня меня пригласили на традиционную татарскую свадьбу, и лучшая идея, какая посетила меня относительно подарка, преподнести молодоженам приготовленный своими руками чак-чак. Это самый традиционный татарский десерт. Я готовлю его впервые, но не время робеть. Начинаю мешать, притворившись Джейми Оливером. Отлично, только посмотрите. Потом нужно ровно раскатать тесто, а затем нарезать небольшими полосками. Теперь я возьму половину полосок и обжарю их в масле. Нужно брать половину, потому что если обжарить их все сразу, они могут склеиться. А сейчас мы приготовим сироп. По сути, он состоит из равных частей меда и сахара. Собственно, из-за этого чак-чак становится, так сказать, не слишком полезным для здоровья. Отлично, просто идеально. Смотрите, тут немало калорий. Заливаем сиропом обжаренные полоски. А теперь нужно быстро перемешать, иначе они склеятся. Затем руками сформируем горку. Думаю, в истории приготовления чак-чака такое уже случалось. Вот что я могу сделать. Просто украсить его вот так. Ну, нельзя же вручить такой подарок счастливым новобрачным. Он принесет им несчастье. Петр, не волнуйтесь, я приготовила чак-чак за вас. Ах, так вот он как должен выглядеть. Да. Спасибо, что научили меня готовить чак-чак. Не за что. Если это вообще чак-чак.